Уж реже солнышко блистало, короче становился день. И даже в меланхоличных строчках, которые посвящал золотой осени Александр Пушкин, поэт всегда признавался в любви к этому времени года. И ведь действительно, осенняя пора с каждым днем все больше с ураганом желтых листьев приносит вдохновение в нашу жизнь. В этом выпуске «Студия 11» покажет, на какие знакомства и сюжеты воодушевила осень нашу команду. И вот главные темы первой части программы. Newborn фото, когда в фокусе новый человек. Экскурсия по русскому Парнасу. Какие работы внучатой племянницы Прометея Чисталева увидела наша съемочная группа в музее. Во благо здоровья. Адаптивная самбо как способ физической реабилитации. Осенью весь мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и людей, которые получают награду за необычные и остроумные исследования. 15 сентября – день шнобелевского лауреата. Премия с юмористическим подтекстом была учреждена в 1991 году. Ежегодно обладателями Шнобеля становится 10 человек за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. В дополнение к сертификату победителям вручают медали из фольги, либо клацающие челюсти на подставке. Так, например, в 1992 году в области литературы премию удостоился российский корреспондент Юрий Стручков за то, что за 9 лет он опубликовал аж 948 научных работ, то есть в среднем по одной статье каждые 4 дня. Так что творите, изобретайте и будьте смелыми. Любая идея, даже самая забавная, может принести вам, если не Нобелевскую, то Шнобелевскую премию. Кто из нас не видел хотя бы одну открытку или постер с изображениями малышей в корзинках, букетах цветов или с крылышками ангела? Моду на так называемый newborn фото в 90-х ввела новозеландка Анна Гедес. Она возвела фотографии новорожденных в ранг искусства. Ее яркие, трогательные и милые кадры смягчают сердца людей независимо от нации и цвета кожи. Неудивительно, что у Анны Гедес есть и последователи в мире фотографии. Вот уже 5 лет в Сыктывкаре крошечных героев снимает Ирина Пирогова. Об особенностях съемки новорожденных узнала Евгения Розова. Свою первую фотосессию Машенька Кузнецова проспала. И все правильно сделала. Именно так проводится newborn-съемка. Особое направление в фотоискусстве, когда в фокусе новорожденный малыш. Чтобы кадры получились нежными и трогательными, и при этом ребенок не испытывал дискомфорта, нужно успеть до того момента, пока ему не исполнится 14 дней. До 2 недель, так как сон преобладает над бодрствованием, ребенка, как правило, еще не мучают колики в этот момент. Они небольшие по размерам, чтобы влезть в костюмчики, в реквизит, в ведерки, в ванночки, да, в чем мы фотографируем, в принципе. И мы используем физиологическую позу малыша, как он лежал 9 месяцев в утробе матери, то есть ручки, ножки максимально к себе, поэтому нам нужно успеть в определенный срок. Невролог с фотоаппаратом. Так называет себя Ирина Пирогова. 5 лет назад сыктывкарский врач увидела у одноклассницы профессиональные фотографии ее малыша и, признается, ночь не спала, потому что внезапно обрела мечту. Специальное обучение, подбор фототехники, оборудование съемочного места, психологический настрой. На всех этапах Ирине помогал муж. И вот настало время первых съемок. Я всю ночь не спала, я переживала, потому что чужой ребенок, 12-дневный, на моих руках, да, ведь нужно еще сделать фотографии, красиво укутать, безопасно. Волновалась, но все прошло хорошо, были первые кадры сделаны и поплыли в большое плавание. Сейчас запись к Ирине на месяцы вперед. Все больше мам и пап доверяют ей и другим ньюборн-фотографам самое ценное – своего малыша и память о его первых днях жизни. Я решила то, что это память для нас, так как она маленькая, дети же быстро растут, и она наша то, что и первая, и хочется, чтобы запомнить это все. Для нас это прям эмоции такие. Перед каждой съемкой подробный инструктаж для родителей, как подготовить ребенка. И себя Ирина настраивает особо.
Нежность и забота в общении с крохой просто необходимы для успешной фотосессии. А еще теплый воздух, приглушенный свет и так называемый белый шум на фоне. Сколько времени уходит на подготовку и сколько, собственно, на фотосъемку? Наверное, 80 к 20%. То есть в среднем стандартный пакет снимается 3 часа. И то есть вот сами фотографии делаются, наверное, от силы полчаса. А все остальное время ты готовишь, переодеваешь, заматываешь. Гардероб для маленьких героев фотосессий будто кукольный. Каждый элемент тщательно дезинфицируется после съемки. Это повязочки для малышек, выполнены мастерицами из разных городов и даже стран. Все это ручная работа. Да, это марлевые обмотки, мы их используем для создания образов кокона, то есть ребенок обматывается ей для фиксации головы и конечностей и кладем в маленький реквизит, обычно в ведерке, корзинке. Здесь шапочки ручные работы, здесь это моя ручная работа, пришлось ночью повышивать, а этот костюмчик сшит врачом и моей подругой. Родители тоже попадают в кадр. Обязательно делаются портреты с родителями, со старшими детками. То есть это не только фотографии младенцев. Этим малышам и невдомек, сколько стараний, усилий прилагают взрослые, чтобы потом, много лет спустя, любоваться вот такими кадрами. Малыши просто спят, видят свои счастливые малышковые сны. Так и наша героиня Машенька сладко спала и улыбалась чему-то неведомому. А тетя-фотограф Ирина Пирогова, как жемчужины, собирала эти бесценные моменты. Посетители музея-усадьбы Астафьева в Подмосковье увидели выставку графических иллюстраций Алевтины Стручковой «Сюжеты и образы комик-края». Алевтина – внучатая племянница комик-композитора и музыковеда Прометея Чисталева. Она часто приезжает в Сыктывкар и в родовой дом в поселке Нювчем Сыктывдинского района. Привозит музыкантов, участников фестиваля «Арт-Маяк», знакомит жителей республики со своими картинами, фильмами и поэзией. Давайте заглянем в усадьбу Астафьева, которую еще называют русским Парнасом. В этой усадьбе, возведенной на рубеже XVIII и XIX веков князем Андреем Вяземским, бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Николай Гоголь. Долгое время здесь жил и работал историк Николай Карамзин. В советское время в главном доме с флигелями располагался санаторий, и лишь в 1991 году в усадьбе начались реставрационные работы. Их возглавил директор музея Анатолий Коршиков, который более 30 лет трудился в нашей республике. Хранитель русского Парнаса был и основателем комземлячества в Москве. Сейчас сын Анатолия Коршикова, Юрий, продолжает дело отца, занимая пост заместителя директора музея-усадьбы Астафьева. С нашим регионом посетителей музея-усадьбы Астафьева знакомит выставка Алевтины Стручковой, внучатой племянницы Прометея Чисталева. Пространство белого листа символизирует бескрайний простор севера, а уверенная, порой ажурная линия погружает в мир народа коми. Эта экспозиция уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Бухаресте и, конечно, в нашей республике – Сыктывкаре, поселке Нювчум и селе Иб. Республика Коми – это край для меня родной. Я посетила его также в 2018 году, несколько раз приезжала туда вместе с музыкантами, участниками моего фестиваля искусств «Арт-Маяк». Я люблю этот край, для меня это действительно родная земля. Мои работы, надеюсь, это отражают. У Астафьева давно сложились теплые отношения с московским представительством Коми и нашим землячеством. Такое плодотворное общение будет продолжено и дальше, заметил руководитель музея Юрий Евтюхин. Наука обороны, а не нападения. Именно так принято описывать самбо – один из самых известных видов единоборств в мире. В этом виде спорта учат не атаковать, а наоборот защищаться от возможных противников. В Сыктывкаре для юных любителей спорта помимо обычных секций есть также и специальные адаптивные занятия. Это уникальная спортивная программа оздоровительного характера, направленная на физическую реабилитацию деток с ограниченными возможностями. О том, как проходят тренировки, узнала моя коллега Алена Туркина.
Алексей, вот уже 2 года в этом зале ведется программа по адаптивному самбо. Это такая программа, где дети с ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя в спорте. Как себя за это время программа показала? Программа показала себя с положительной стороны. Программа общей физической подготовки с элементами самбо. В данный момент занимается от 25 до 30 детей с возраста с 7 до 16 лет. Девочек где-то примерно занимается около 6 девочек, остальные все ребята с разными диагнозами и с детско-церебральным параличом первой степени, и с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с особенностями спортивная программа тоже должна быть особенной. Каким образом у вас тренировки проходят? Занятия проходят больше общефизическая подготовка. Также проходит отработка приемов, стараемся в стойке не давать борьбу, потому что детки у нас особенные. Больше работа идет в партере, общая физическая подготовка – это отжимания, приседания, пресс, различные игры. Также мы с этого года реализуем грант «Интерактивная адаптивная физическая культура». При поддержке администрации города Сыктывкара они нас поддержали проектором, экраном проектора, ноутбуком, принтером. И с этого года реализуется программа «Интерактивная адаптивная физическая культура». Здесь ребята не просто физически занимаются, да, когда отжимаются, приседают, там, пресс качают, а еще они умственно работают. Здесь проходят всякие викторины у них, также они отгадывают загадки, смотрят наш национальный вид спорта, что такое, да. Сейчас вот будет у меня в эти выходные, планируется целый фильм показать. И тем самым они развиваются не только физически, но и умственно, и духовно. Я знаю, что сегодня вы пока тренируете детей один. Что нужно знать тренеру, который занимается с ребятишками с особенностями? Самое главное, я так считаю, что в первую очередь ты должен стать их другом, товарищем, который может выслушать их. Они могут поделиться своими проблемами какими-то, да, там в школе, где они наблюдаются, многие живут в психоневрологическом диспансере, который находится с понедельника по пятницу, а на выходные ко мне приходят на занятия. Самое главное, я считаю, что надо стать их товарищем, понимать их, быть в образе. Я считаю, что это самое главное, а остальное там все приложится. Если ты к ним с душой относишься, они это чувствуют, и они будут с душой относиться, слушаться тебя и выполнять все задания. Конечно, они устают очень сильно, но все у всех получается, все отлично. Я прошел переподготовку по адаптивной физической культуре. В данный момент у нас еще 4 тренера прошли переподготовку. Ребята, действующие спортсмены, мастера спорта по самбо, дзюдо, универсальному бою, чемпионы мира, чемпионы Европы, ребята есть. Как вы считаете, почему важно в регионах создавать такие площадки, где попробовать себя в спорте могут абсолютно все? Дети с особенностями, они должны почувствовать себя как все здоровые дети. Мы будем развивать этот проект, масштабировать и поддерживать наших особенных детей. Занимаются с удовольствием дети, ходят, нравится. Мы проводим мероприятия. А в 2022 году мы провели 2-е мероприятие при поддержке наших друзей, это депутатов Госсовета. На следующий год планируется провести фестиваль по 3 видам единоборств. Это самбо, дзюдо, бокс, показательные выступления. И вот в мае мы проводили мероприятие по адаптивной физической культуре с элементами бокса и самбо. И вот дарили вот такие медали детям. Здесь очень важные слова написано. «Я расту со спортом, здоровая Россия». «Я расту со спортом, вот она миссия». И потом спрашивал родителей, как они относятся к этим медалям. Дети, они говорят, что дети неделями, месяцами не снимали, они в этих медалях спали с этими медалями, они мылись этими медалями. Для них это мотивация. Я задаю очень часто вопросы особенным детям, кем бы вы хотели стать? Они говорят, тренером по самбо, тренером по боксу, по дзюдо. Как бы мы много направлений рассматриваем. И мне очень приятно, что какую-то частичку я им вношу со своей души, со своих спортзалов, которые основаны моими друзьями, ребятами. Алексей, спасибо вам за дело, которое вы делаете. Надеемся, что оно будет только расти, и новые спортсмены тоже придут к вам в эти прекрасные залы. Были рады пообщаться.
Сентябрь – месяц в году, особенно важный для аграриев и дачников. Первый месяц осени – время активного сбора урожая. Для тех, кто любит покопаться в земле, такая работа – словно бальзам на душу. Причем помимо удовольствия она может принести еще и повод для смеха. Особенно если из земли удается вытащить, уж очень необычный овощ. Вот какими фотками в социальной сети делятся жители Коми. Морковка в этом году удалась на славу. А мы сами того не заметив, приблизились к экватору нашей программы. Прямо сейчас небольшой перерыв, сразу после которого студия 11 с тем же размахом продолжит транслировать отличное настроение и увлекательный контент. Не переключайтесь! В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». Ну что, вы готовы к новой порции интересных сюжетов? Тогда погнали! И вот они, темы второй части выпуска. С финским мотивом известная сказка «Русалочка» по-новому заиграет со сцены театра оперы и балета Коми. Чтобы в удовольствие есть, нужно в удовольствие готовить. Заглянем в кастрюли и сковородки программы «Детали со вкусом». О женском здоровье. Как часто нужно посещать гинеколога, какие анализы сдавать и как без проблем записаться на прием. Уже завтра в Театре оперы и балета Республики Коми торжественно откроют 65-й театральный сезон. Главным украшением вечера станет показ всероссийской премьеры балета «Русалочка». Антураж знакомый с детства истории на этот раз будет пропитан европейским настроением. Музыку для постановки написал финский композитор Туомас Кантилинен. Все мы знакомы с «Русалочкой» Андерсена, а какой эта героиня будет на нашей сцене? Ведь новый балет – это не традиционная сказка, а интерпретация главного балетмейстера театра оперы и балета. Любовь, волшебство, драма – все это будет в новой постановке Коми «Русалочки». Сейчас проходят последние репетиции перед премьерой. Давайте заглянем, только тихо. Этот балет зрители России увидят впервые. По такому случаю на премьеру в Сыктывкар приедет сам композитор Туомас Кантилинен. Известно, что в Финляндии вместе с танцорами на сцене выступает и драматический актер, который рассказывает историю «Русалочки». Хореограф-постановщик Андрей Меркурьев решил все-таки следовать традициям русской школы балета. Мы не хотим все рассказывать. Мы хотим, чтобы зритель пришел, окунулся в нашу историю, в наш мир, который мы придумали, и нам сам рассказал, что он увидел. Я оставляю даже для артистов открытый финал. Кто-то считает, что это такой финал, кто-то придумывает свой, а у меня есть свой в голове финал. И я до конца всем даже не рассказываю. Я только, может быть, солистам говорил о том, что, ребятки, здесь вот именно так я задумал, а не вот так. И они на меня смотрят и говорят, ну вы фантазер. И я говорю, так у нас балет «Фантазия». Вот мы и фантазируем. Фантазирует и дирижер-постановщик Александр Дмитриев, который сейчас работает во Франции. С балетом «Русалочка» он познакомился еще в Финляндии, когда выпускал спектакль на сцене Национального оперного театра. В Сыктывкаре же создается другая история. Прежде всего, нужно понять идею. Какую идею поставил балетмейстер, хореограф в этом смысле, да? То есть, как он хочет видеть, как чтобы этот балет существовал, какая его мысль основная. И мы постоянно на связи с Андреем Меркурьевым, постоянно спрашиваем что-то такое, дискутируем на эту тему. Касаемо темпов, касаемо много вещей. Конечно, без этого нельзя. Оркестр не может просто салонно исполнять под ногу. Это все должно выражаться в самой музыке. Та мысль, которую поставил балетмейстер. Сначала в афише было всего 2 премьерных дня – 16 и 17 сентября. Однако сыктывкарская публика настолько заинтересовалась спектаклем, что театр добавил еще и 18 сентября.
В главных партиях в разные дни выступят опытные мастера сцены и молодые солисты балета: Наталья Супрун, Анастасия Лебедик, Валерия Загайнова, Раван Миронов и Ринат Бекмухаметов. За 2 столетия сказка не потеряла своей актуальности. Мы все так же влюбляемся и так же верим в чудеса. Поэтому, если вам не хватает волшебной атмосферы в жизни, обязательно приходите на премьеру балета. Двери театра всегда для вас открыты. И еще немного об искусстве, только уже о кулинарном. Вкусно готовить, как и есть наслаждение, может не каждый. И мы вот взяли и объединили 2 этих таланта в одной передаче. Что приготовит энтузиаст русской кухни Максим Сырников и совсем не кухонный энтузиаст Алена Туркина, узнаем через мгновение. Я очень хочу приготовить шаньги. Я понимаю, что это весьма рискованное занятие, приехать в Сыктывкар, в Коми и приготовить шаньги и попытаться этими шаньгами удивить. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет молока с горяченькими поморскими шанишками. Для кулинарного забега нам понадобится лук, вода, сметана, живые дрожжи и ржаная мука. Традиция из ржаной муки готовить, понятно, что, так сказать, она для всех, и финно-угорских народов, и для русского народа уже там на протяжении, если не тысячелетия, то, по крайней мере, веков абсолютно привычно и понятно. К сожалению, мы сейчас уходим от этой традиции, немножко смещаясь в сторону пшеничного теста. Ржаную муку в своих блюдах Максим Сырников использует не просто так. Дело в том, что шеф ратует за аутентичность рецептов русской кухни. «Были бы мука да сита, и сама была бы я сыта», гласит народная мудрость. Только вот в былые времена хозяюшки говорили так не о пшеничном помоле. Кстати, несмотря на то, что сегодня в арсенале шеф-повара 1000 рецептов, начинал свой кулинарный путь мужчина отнюдь не по-русски. Я знаю, что первое заведение, которое вы открыли, была пиццерия. Да, это было еще в начале 90-х. Почему именно пиццерия? То есть сейчас, у меня друзья открывали, они сами немножко понимали, как бизнес, что называется, устроить. А вы отвечали за приготовление. Да, я их научил делать пиццу. И вообще тесто, там вот все эти самые выкрутасы с тестом делали. Ну, а потом, так сказать, уже занялся чисто русской кухней, уже работал в ресторанах русской кухни. Спойлер! Шанишки получились по-настоящему вкусными и, главное, с русским духом. Как их приготовить, расскажем в программе «Детали со вкусом» сегодня в 8 вечера. Включайтесь. Там Максим Сырников расскажет немало интересного. Одно из слагаемых крепкого здоровья – это регулярные плановые осмотры у врача. Ведь, как известно, любой недуг лучше предупредить, чем лечить. Женщинам, например, осмотры у гинеколога проходить необходимо минимум 2 раза в год. О том, какие анализы необходимо сдавать регулярно, а также как записаться на прием, когда все номерки на портале госуслуги уже разобраны, я узнала у заведующей женской консультации в Сыктывкаре. Зульфия Сарбалиевна, с началом нового учебного года для малышей мамочки стали свободнее, а следовательно, у них есть больше времени, чтобы прийти в больницу, проверить свое женское здоровье. Вот на что стоит точно обращать внимание, чтобы поддерживать его в норме? Необходимо проходить ежегодные профилактические осмотры, где необходимо осматриваться на кресле, проходить ультразвуковое исследование органов малого таза, исследование молочных желез. Профилактические осмотры подразумевают собой своевременное выявление или исключение заболеваний, которые могут осложнить жизнь или перейти в хроническое течение. Если говорить уже об анализах, сдача крови, это ведь тоже очень важно, нужно, чтобы проверить себя вот изнутри как следует, да, как говорится. То что бы вы посоветовали как врач девушкам? Я понимаю, здесь речь идет о девушках, планирующих беременность. В обязательном перечне клинический анализ крови, где нужно посмотреть гемоглобин, формулу крови и провериться для правильной подготовки к планированию беременности, для зачатия здорового малыша и рождения здорового ребеночка в семье. Но любое заболевание – это всегда следствие того, как мы живем в обычной жизни, то есть что мы едим, как мы двигаемся ли вообще, насколько часто. И вот если мы возьмем девушку, которая планирует беременность, что бы вы, как врач, посоветовали? На какие продукты условно налегать и какие физические нагрузки в жизнь добавить?
Планирующей беременность девушки, будущей мамочки, мы рекомендуем обязательно вести здоровый образ жизни, больше фруктов и овощей, говядина, телятина, что называется, да, то есть это источники железа для нормального гемоглобина в крови. Творог – это где у нас, значит, источник кальция, и белковая пища, то есть это будущий строительный материал, в том числе для будущего малыша. И обязательно необходимо исключение всех вредных привычек и больше активности физической, больше спорта. Если говорить об анализах, нужно ведь проверить свой организм, готова ли ты к тому, чтобы выносить ребенка. Это обязательный осмотр у врача-акушера-гинеколога, это обязательно прохождение УЗИ органов малого таза перед планируемой беременностью, УЗИ молочных желез и, значит, сдача анализа крови и мочи, где в анализе крови будет проверен гемоглобин, формула крови, а также сахар, да, состояние биохимического анализа крови, анализ мочи и группа крови с резус-принадлежностью, то есть это обязательный минимум. И также есть необходимый минимум анализов для будущего папы. Да, то есть для будущего папы необходимо знать группу крови, резус-принадлежность и флюорографию. А каких же специалистов нужно пройти будущей маме перед беременностью? Это обязательно прохождение терапевта для исключения выявления своевременного заболевания и их коррекции. И обязательно осмотр у стоматолога для того, чтобы понять или исключить, или выявить кариозные зубки и пролечить до беременности. Ну и самый, наверное, наболевший вопрос – это как же попасть на прием к врачу? Потому что в бесплатной поликлинике, в женской консультации порой бывают такие очереди, что записаться не удается даже вот в полночь, когда появляются номерки на госуслугах. Я сама с этим сталкивалась. Дайте пару советов, как же это сделать? Ну, первое, что о чем хочу сказать, что у нас уже больше месяца запись на госуслугах только с 7 утра. Единым порядком записи к врачу-акушеру-гинекологу является запись через госуслуги. Доступность есть, у нас никаких проблем нет, то есть к нам можно и нужно прийти на обследование. А далее ежедневно работают кабинеты дежурного приема, где оказывается неотложная помощь в течение 2 часов с момента обращения женщины в нашу женскую консультацию. И кабинет работает в часы медорганизации, то есть утром и вечером, и по выходным полдня. Да? Поэтому, пожалуйста, приходите. Такая, если ситуация как боль, кровотечение, тоже всегда поможем. С целью профилактического осмотра, то есть провериться, работает кабинет доврачебного приема, где работают опытные акушерки, которые проводят также осмотр в рамках онкоосмотра и назначают, берут мазочки на кресле, осматривают молочные железы и назначают по показаниям обследования. Большой очереди нет, работает каждый день. И также в доврачебный кабинет к нам можно прийти для обследования перед уже назначенной датой госпитализации, например, на оперативное лечение. Также можно прийти или записаться, как удобно, также или через госуслуги, или, значит, по телефону колл-центра. У нас еще есть порядок записи, телефон колл-центра 409-909 и телефон горячей линии это 8 800 100 65 25. Спасибо большое вам, ну и всем нашим телезрительницам желаем, конечно же, здоровья. Студия 11 завершает свое вещание на сегодня. С вами было, как всегда, приятно провести время. Увидимся уже завтра. Меня зовут Евгения Кладкевич. Пока-пока, Республика.